Сегодня мы будем говорить о садово-парковом искусстве в городе Якутске на примере Центрального парка культуры и отдыха. Если обратиться к генеральному плану 1936 года, мы определим в центральной части города 3 локальные зоны. Это площадь Эспланада, главным сооружением которого является Дом Советов. Он выполнен в стиле сталинского ампира. Грандиозное сооружение в 6 этажей и имеющее завершение шпилем. От площади Эспланады, проходя в сторону реки, через огромную широкую аллею, которая подводит к мосту, ведущему на противоположный берег, к общественному пространству, в котором планировалось проводить митинги и спортивные мероприятия. От Дома Советов в обратную сторону по улице Кирова на расстоянии около километра располагается Центральный парк культуры и отдыха. Он имеет 2 уровня: нижняя площадка и верхняя площадка. Паркостроение балансирует на стыке инженерии, дендрологии и искусства. Садово-парковое искусство – это искусство создания садов и парков, других озеленяемых территорий. В его сферу входит планировка и разбивка местности, подбор растений, почв для различного климата, а также их сочетание с архитектурой, скульптурой и водоемами. Надо сказать еще о том, что методы и приемы паркостроения делятся на 2 основных принципа. Первый – это регулярный, по-другому его еще называют геометрический, и второй – это пейзажный стиль, пейзажный принцип. Основоположником регулярного принципа паркостроения является потомственный ландшафтный архитектор Франции Андре Ленотер. Его очень характеризует изречение «король садовников, садовник королей». Он действительно был лучшим в своей сфере, и действительно он служил нескольким поколениям королей. Основной идеей данного направления является тотальный контроль человека над природой, который можно проследить в тщательно стриженных кустарниках, а также в прямых дорожках. Отцом английского парка является Уильям Кент. Он считал, что природная красота является наивысшим проявлением искусства, поэтому он оставляет нетронутой природой пейзажи в своих разрабатываемых парках. Данные направления являются проявлением одного стиля классицизма, но это его разные грани. Несмотря на то, что имеют совершенно разный подход, опираются на принципы классицизма. Классицизм имеет, в свою очередь, 2 этапа своего развития. Первый этап, принято называть его классицизмом, он опирается на философию относительно миролюбивой Древней Греции. И следующий его этап, зрелый период, называют ампиром. Он возникает на воинственном Древнем Риме.
Феномен Центральный парк культуры и отдыха – это сложный феномен тоталитарной эпохи. Он выполняет просветительско-воспитательные функции нового гражданина в новом государстве. По сути, человека перенастраивает от имперского сознания и дают установку, трансформируют его в наиболее мягкой форме, задействуя и подсознательную сферу человека, визуализируя миф о новом бытии в структуре государства. История возникновения Центрального парка культуры и отдыха начинается от истории возникновения парка Горького. Его строят на месте, где проводилась первая сельскохозяйственная выставка 1923 года. Для создания этого парка общественные парки тогда только появились, и он должен был служить эталоном для всего государства. Именно поэтому собирают лучших мастеров в области архитектуры и скульптуры. И данные образы имеют влияние в возникновении нашего Центрального парка культуры и отдыха. Проект разрабатывают ленинградцы, Ленинградский институт проектирования городов. Данным проектом руководил главный архитектор Ленинграда Иван Иванович Малоземов. Проект имеет 2 уровня. В нем сочетаются регулярный принцип и пейзажный принцип. Если мы обратимся к его плану, мы увидим абсолютно симметричную арку, аллеи, в котором переплетаются естественные дорожки. Парковая скульптура. Неизвестно, по проекту, какой скульптурой должны были наполнить парк, но мы знаем, что в советское время его заполнили некоторыми скульптурами. В ходе исследования была составлена типология, которая делится на 3 группы. Первая – это политические деятели Советского Союза: Сталин, Ленин, Калинин и Орджоникидзе. Они выполнены бронзой. Следующая группа – это группа идеальные образы советского гражданина. Девочка, мальчик-атлет, дискобол, танцовщица, а также девушка с веслом. Не все из них сохранились, но по большей степени они растерялись. И последняя группа, она представляется всего одним объектом. Это скульптура, установленная в центр фонтана, называется «Олень». Автором данной скульптуры является Прокопий Иванович Добрынин, якутянин, который получил образование в Хутыине и Академии художеств Ленинграда. Проявлял свое творчество замечательно в Москве. На территории ВДНХ также на 2 фонтанах установлены его скульптурные композиции. Это «Золотой колос» и «Каменный цветок». Есть несколько причин торможения реализации проекта и впоследствии от полного отказа от продолжения строительства. Одна из них – это экономическая причина. Финансирование проекта было прервано известным постановлением об устранении излишеств 1955 года. Оставшиеся работы были заморожены. Архитектурно-художественные причины.
Архитектурно-художественный замысел изначально не мог быть воплощен по гидрологическим, климатическим, ландшафтным, техническим и транспортным показателям. Следующее – это строительные причины. Собранного материала ленинградцами было недостаточно для того, чтобы данный проект вписать в конкретную местность. Вообще, в целом, в Якутии, в частности в Якутске, массовое строительство капитальное только намечалось, поэтому никто конкретно не знал, как правильно строить на вечно мерзлом грунте. Именно поэтому строительство проводилось экспериментально. Причины, связанные с подготовкой специалистов. Не хватало архитекторов, не хватало строителей и инженеров. Региональные системные причины. Те образы, предложенные ленинградцами, не работали на практически нетронутой среде в Якутске. Для обеспечения культурно-массового обслуживания посетителей приняты следующие сооружения по секторам. Секторов было всего 8. Первое из них – это зрелищно-музыкальный сектор. Следующий сектор – это сектор выставочно-демонстрационный. Физкультурно-спортивный сектор, сектор народных игр и гуляний. Пункты питания и обслуживания включали в себя ресторан, 2 разных кафе, киоски для питьевой воды, киоски для кондитерских изделий, а также были велогараж, конюшни, уборные и камера хранения. Административно-хозяйственный сектор включал в себя жилой корпус для сотрудников, хоздвор и непосредственно сам административный корпус. Все-таки данный проект ленинградцев далеких 30-х годов именно в сфере эмоциональной связи человека успешен.